Водитель Лады Ларгус вел себя довольно буйно, поэтому сотрудникам Росгвардии пришлось несколько ограничить его движение. Причины такого поведения всем были ясны. Выпивали сегодня? Нет. Не выпивали. То есть вы трезвый, да? А как авария произошла? Ну вы же врезались? Нет. А кто? Никто. То есть вы просто мимо проходили, да? Да. Но множество очевидцев утверждают, что именно этот мужчина управлял Ладой Ларгус и просто снес Nissan Qashqai, который выезжал с территории больницы. Он начал прижиматься, на поворотник не включил. Я думал, он типа сюда хочет тоже заехать. Вот так это все было. Здесь уже все машины стоят, потому что не красный горит. И он, получается, прямо на встречку, прям вот миллиметр остался, он резко вырулил и, по-моему, засыпать начал. И я за ним продолжал движение, но понял уже что-то не то, ну, замедлился. И потом он начал разгоняться, и я уже про себя сказал, сейчас он, наверное, врежется. И, получается, врезался, я его за руку сам держал. То есть он пытался убежать или что? Не убежать он пытался, он подбежал к пассажирскому своему автомобилю и говорил, что там сидит человек, хотя там никого не было. Он говорит, умирает, у него сердце бьется. Для официального подтверждения очевидного мужчине предложили пройти тест на употребление алкоголя. Значит, вам задаем вопрос. На алкотестер прибор будете проходить освидетельство? Нет. Не будете. В больницу на свете поедете? Не поедете. Отказ от медосвидетельствования по закону приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Теперь мужчине предстоит расстаться с водительскими правами на срок от 1,5 до 2 лет, выплатить штраф 30 тысяч рублей и в конечном итоге, вероятно, самому покрыть причиненный финансовый ущерб. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.